Здравствуйте. Многие задавали вопрос в сообщениях, куда пропал, почему не пишешь, почему не снимаешь видео. Отвечаю, вначале отдыхал, все-таки решил отдохнуть себе, потом немножко подтягивал, выйдя из отпуска, хвосты то, что надо написать на работе. Ну и занимался одной интересной темой, которая будоражит умы белорусов последние несколько недель, а именно тема миграции из Республики Беларусь. И каким образом выделить ту часть, которая так или иначе связана с политическими процессами, связана с политическим кризисом в Беларуси. Очень-очень важная, интересная тема. И покопался в методологии, покопался, скажем так, вспомнил старый доклад по миграции из Украины, который делали с коллегами. Ну и, соответственно, используя эти методы, оценил потоки миграции из Беларуси и отдельно примерную группу, которая, скорее всего, покинула страну в связи с политическим кризисом. Либо, почему говорю скорее всего, потому что есть, с одной стороны, элемент допущения, вторая вещь – это так называемый отложенный миграционный спрос, то есть это постковидный период. Ну, как бы там ни было, забегая вперед, сразу скажу, что большой текст, ну, относительно большой для тех, кто хочет читать, с табличками, со ссылками на статистику и отдельное видео к этому тексту доступно моим подписчикам на Патреоне. Ссылочка будет вверху. И на Ютубе в общем доступе видео появится, ну, где-то, я думаю, денька через 2-3, не раньше. То есть пусть вначале, как говорится, мои подписчики посмотрят. Такой себе им бонус. Те, кто хочет почитать или посмотреть, милости прошу на Patreon, тем более, что эта подписка, она стимулирует меня, в том числе копаться в стат-изданиях различных государств, что с одной стороны интересно, с другой стороны отнимает время. Но как бы там ни было, этот ролик по одному из направлений, а именно направление называется Российская Федерация. Да, как бы это ни звучало парадоксально или, скажем, невероятно, но Российская Федерация является одним из ключевых выгодополучателей с точки зрения нужных миграционных потоков в результате белорусского политического кризиса. Это так. То есть наибольшее количество нужных мигрантов получила Россия. И в абсолютных цифрах, ну и в процентах. Как же так случилось? И кто нужен Российской Федерации? Давайте рассмотрим. Первое. Политика России. Для чего нужны мигранты? То есть у каждого из государств есть своя миграционная политика. То есть для Польши необходимы рабочие руки. Для Литвы тоже необходимо в последнее время рабочие руки. Это отдельно, почему привлекают трудовых мигрантов. У России ситуация несколько иная. В России происходит процесс смены демографического портрета среднестатистического россиянина. То есть, условно говоря, на смену, назовем так, славянской внешности, условно славянской, жителю западной части России приходят жители национальных окраин, национальных автономий и окраин Российской Федерации. То есть там население растет, а в центре уменьшается. Это изменение религиозной картины, культурной картины, много-много чего. Это, соответственно, порождает множественные проблемы. Чтобы смягчить этот процесс, России необходим миграционный приток, скажем так, близких по культуре. Почти что русских, либо те, кого можно назвать русскими. Поэтому Россия стимулирует раздачу паспортов и украинцам, и в последнее время белорусам. Поэтому влезла в Крым. То же самое вопросы по Донбассу, миграция с Донбасса. То есть это есть часть государственной политики. И в 2020 и 2021 году трижды принимались решения об упрощении режима выдачи российских паспортов либо предоставления российского гражданства, в том числе гражданам Украины и Беларуси, среди прочего. Это раз. То есть для России важно, чтобы они приехали не работать, то есть для работы и жители Средней Азии, а чтобы они приехали, остались и называли себя россиянами. Бегали с триколорами и так далее и тому подобное. Причем здесь белорусский политический кризис. С одной стороны, в России традиционно весьма много белорусских работников, сезонных работников и так далее, то есть те, кто ездит на заработки в России. Эти люди, их можно отследить по базам данных МВД, так называемый миграционный учет. То есть как только человек задержится определенное время, регистрация и так далее, то есть он становится на миграционный учет. Если он начинает работать, тоже становится на миграционный учет. Соответственно, на миграционном учете в разные годы находилось от 700 тысяч белорусов до 200-300 тысяч. Причем в последнее время эта цифра несколько уменьшалась. Отдельная категория граждан Беларуси – это те, кто решают остаться в России надолго. То есть они получают вид на жительство. Уже другой документ.
Эта цифра постепенно росла, то есть от 15 где-то доросла до 30 с копейками тысяч. Давайте, чтобы не быть голословной, я просто, скорее всего, просто введу вот такую вот табличку, чтобы понимать. Вот, это за последние годы. Идем дальше. И отдельно предоставление гражданства. И вот еще раз напомню, что по гражданству Российская Федерация принимала решение в 2020-2021 году. И теперь давайте смотрим статистику. Вот видите, резкий рост предоставления гражданства в 2020 году и в 2021. То есть, причем количество тех, кто имел вид на жительство, оно выросло к 2020, к 2021 уменьшилось. Ну, естественно, потому что гражданство предоставляется в том числе тем, кто имел вид на жительство. Это значит, что по второй строчке появились новые, кто обратился за видом на жительство. Часть из тех, кто имел, он получил гражданство. Причина такого, то есть в начале объема, если сравнить с 2018-2019 годом, то в 2020 видим двукратный рост. При этом, если провести корреляцию по времени с началом белорусских протестов, то тоже очень все прекрасно совпадает, потому что если мы смотрим с точки зрения по полугодиям, то есть по месяцам, предоставления гражданства и так далее, тут весьма интересный процесс получается. За первое полугодие 2020 года в Российской Федерации выдано что-то около 2700 паспортов, то есть не так много, вроде бы и указ Путина был, но особо не рванули за паспортами. А вот после в июле, августе, сентябре, но дальше, ближе к концу года, это количество резко увеличилось, то есть догнали до 10 тысяч. То есть вот она корреляция как раз таки с протестами. Ну и 2020 год он породил то же самое. То есть какая логика у людей? Часть, скорее всего, считает, что в Беларуси становится плохо, то есть они чисто по экономическим причинам там, к протестам против Лукашенко не имеют никакого отношения, просто решили получить российский паспорт. Вторая часть, вот это как раз таки невероятная работа ума. То есть люди выступают за демократию якобы в Беларуси, при этом считая Российскую Федерацию демократией и Путина большим демократом. Ну, почему бы нет? Каждый имеет право на свое мнение. И это вторая составляющая вот тех, кто паспортизирован. Причем это в том числе и участники протеста, можно посмотреть, как говорится, количество выехавших. Но среди них есть часть, которые остались в Беларуси, потому что в российской практике есть выдача паспортов через дипучреждения, так называемые заграничные паспорта, которые выдаются, ну, как говорится, по месту жительства. Поэтому часть обелечена, можно сказать, что в Беларуси. Эта часть, она может, и те, кто уехал, и остальные, они могут рано или поздно вернуться. Это, кстати, тоже для чего Россия делает, с одной стороны, чтобы люди жили там, это изменение демографической картины, с другой стороны, так называемая защита граждан Российской Федерации, в случае чего. Украинцам эта защита кровью отхаркивается до сих пор, грузинам тоже. Вот, то есть примерно такое. И, наконец-таки, паспорта – это не все. То есть, если мы складываем все вместе, то смотрим дальше. Во время кризиса на что упирала Российская Федерация? Помните, много говорили о гуманитарных вопросах. Образование, культура и так далее. И Лукашенко, ведя переговоры с Путиным, он считает, что наименьшим злом – это отдать ему гуманитарную сферу. В результате в послании народу Путин заявляет о 65 тысячах бюджетных мест в вузах Российской Федерации, при том, что в России количество студентов уменьшается. Парадокс? Нет. Через 2 месяца ларчик открывается. На эти места приглашают белорусов и украинцев. И, кстати, белорусские студенты активно едут. Лукашенко сейчас костит, что нельзя, чтобы там наши студенты учились за границей. Россию он не считает за границей. Вот вопрос в том, что как раз-таки, если мы говорим об идеологической составляющей не в западных странах. Там учат, как применять знания. Идеологическая составляющая достаточно мощная в Российской Федерации. Но не с точки зрения там, исторической памяти и так далее, а с точки зрения патриотизма и отношения к Российской Федерации. То есть Россия родина для людей становится. И поэтому Российская Федерация, она будет всячески стимулировать. То есть если Лукашенко не хочет делиться властью сегодня, они будут входить через гуманитарные программы, через телевизор, через газеты, через историю, через образование, чтобы изменить ситуацию уже ближе к 30-40 году. Потому что по состоянию на сегодня для России, в том числе по настроениям Беларуси, процессы негативны. То есть с каждым годом все меньше и меньше количество людей считает, что с Россией можно реально объединиться. И стоит это делать с точки зрения логики. То есть воспринимать экономического партнера России, это, естественно, не нравится. Она пытается изменить ситуацию.
И гуманитарные вопросы тоже нужны. И с другой стороны, еще раз, определенный миграционный приток, который для России очень нужен. И если мы сравним, например, потоки в Россию и другие государства, ну вот вам данные. Почему сказал, что Россия один из ключевых выгодополучателей. Вот, пожалуйста, это что-то в виде такого маленького графика. Это количество белорусов, которые, точнее не количество белорусов, это превышение обычных миграционных потоков или ожидаемых миграционных потоков, необъяснимое, кроме как постковидной ситуации и политическим кризисом, в соседние страны. Как видим, наибольшее количество в конце 2020 года и первой половине 2021 года пришлось на Российскую Федерацию. И это, с одной стороны, возможно, кому-то кажется безопасным, мол, уехали, но с другой стороны, это тоже граждане Беларуси, которые уехали. И это определенная проблема, потому что, в отличие от других государств, эти люди тоже будут рано или поздно, те из них, кто вернется, проводниками определенных идеологий, определенных тезисов. И с этим надо будет иметь дело. Как-то так, уж извините, если безрадостно. А полный ролик, то есть с полной разбивочкой, доступен уже моим подписчикам на Патреоне и через определенное время будет доступен в том числе и на Ютубе для всех. То есть в публичном доступе. А так, видео понравилось, лайкайте, комментируйте, спорьте, расшаривайте, подписывайтесь на канал, поддержите меня подпиской на Патреоне, как делают прошу прощения, эти товарищи. Потому что эта подписка стимулирует меня копаться, в том числе в сложных темах, и потом предлагать вам свое умозаключение. И традиционно не верьте ни одному моему слову, лезьте в статистику, лезьте в данные, проверяйте, смотрите других, сравнивайте, приходите к собственным выводам. Потому что собственные выводы и работа своего мозга – это первый и ключевой залог личного успеха. А я хочу, чтобы моя аудитория была успешной. Поэтому успеха, радости, счастья. Спасибо, всего наилучшего. Удачи!